Привет, друзья! На прошлой неделе в пятницу Гагаузию посетил председатель парламента Турции Мустафа Шентоп. Это был очень скоротечный визит, который заранее не был анонсирован. Подготовок к этому визиту не было, хотя речь идет о третьем по значимости лице Турецкой Республики после президента и премьер-министра. Достаточно вспомнить, как готовились к визиту сначала премьера Турции в 2017 году, а потом и президента Эрдогана в 2018 году. Информационно эти визиты освещались задолго. Ажиотажа в СМИ Ирины Улах по поводу визита председателя парламента Турции не было, хотя в день визита его встречали традиционно хлебом, солью и танцами. В некоторых постсоветских странах еще можно наблюдать такую советскую традицию, наверное, больше показать нечего. Визит Мустафы Шентопа в Гагаузию проходил в интересном контексте. Более полугода идет неспровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины. А если отсчитывать от аннексии Крыма, то все 8 лет Россия терроризирует Украину и украинский народ. Гагаузия, как известно, солидаризируется в этой войне с Россией, то есть с агрессором. Говоря Гагаузия, я имею в виду большинство граждан Молдовы, проживающих в Гагаузии, и практически весь политический класс региона, за редким исключением. В августе этого года в Гагаузии, как вы помните, проходили протесты, анонсированные против повышения цен. Но почему-то эти митинги превращались в часовые оды Путину и России и продолжительные пятиминутки ненависти против Майи Санду. На этих же митингах часто звучали достаточно сепаратистские призывы, типа «можем повторить», имея в виду 19 августа 1990 года, когда была провозглашена непризнанная никем Гагаузская республика. На этих же митингах звучали призывы к России прийти и спасти гагаузов, а также версии о том, что это русская земля, а русский Иван по имени Владимир Путин вернет их в состав России. Не то чтобы участники митингов и жители Гагаузии целиком и полностью разделяли каждое слово, звучавшее на протестах в Гагаузии. В данном случае, скорее всего, была попытка капитализировать недовольство общества в связи с ростом цен и прежде всего тарифа на газ. Однако эти выступления официальными лицами Гагаузии не осуждались, а более того, часть из тех, кто поддерживает такие призывы, работают в Народном собрании. Например, Иван Бургуджи, советник спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова. В беседе с журналистом «Новой газеты Европа» Ильей Азаром Иван Бургуджи заявил следующее. «Я, да и большинство жителей Гагаузии, за то, чтобы денацифицировали Украину полностью. Гагаузский народ разделенный, и его часть осталась на территории Украины. Если будет Новороссия восстановлена, то и эта сторона никуда не денется. Все равно Россия не оставит Одессу, а когда ее возьмут и молдаване будут в***ться, то одна ракета упадет на Кишинев и п***ц нахуй». Это не мои слова. Я цитирую слова Ивана Бургуджи из статьи «Новой газеты Европа», опубликованной 27 июня 2022 года. Это после того, как вскрылись преступления российской армии в Буче, Ирпене, после того, как Мариуполь стерли с лица земли. И там от бомбежек российской армии погибли десятки тысяч мирных и безоружных украинцев. Через 2 месяца, в разгар протестов в Гагаузии, в российском прокремлевском издании «Независимая газета» появилась статья под заголовком «Гагаузы просят защиты у России и Турции от Румынии». В этой статье тот же Бургуджи, а также Михаил Киндзиглян, председатель Совета старейшин Гагаузии, и Сергей Чимпаеш, депутат Народного собрания Гагаузии, просят Россию и почему-то Турцию защитить Гагаузию от предполагаемого, как они заявили, ввода войск Румынии в случае, если российские войска займут Одессу. Почему в этом случае не попросить Россию закончить войну? Я не понимаю. Нет российской агрессии, нет проблемы. Из чего они взяли, что Румыния собирается ввести войска в Гагаузию? Я тоже не понимаю. Потом был рабочий визит президента Майи Санду в Гагаузию. И та встреча с депутатами Народного собрания, где один из депутатов, Григорий Дюльгер, назвал чушью выступление президента на Крымской платформе. На той же Крымской платформе выступал и Реджеп Таип Эрдоган, президент Турции, который в своем выступлении заявил, что Турция не признает аннексии Крыма и считает этот шаг незаконным. То же самое сказала и президент Молдовы Майя Санду. Может, Григорий Дюльгер считает чушью и выступление президента Турции? Примерно так в общих чертах развивались события перед визитом председателя парламента Турции Мустафы Шентопа. В рамках своего двухдневного визита в Республику Молдова 15 и 16 сентября Мустафа Шентоп встретился
со своим коллегой Игорем Гроссу, президентом Майя Санду, премьером Натальей Гаврилидзе, председателями парламентских комиссий, с торгово-промышленной палатой и агентством по инвестициям. 16 сентября председатель турецкого парламента посетил Гагаузию. В Гагаузии он провел встречу с руководством автономии и принял участие в расширенном заседании Народного собрания. Расширенное заседание Народного собрания проходило без прессы. Видео по итогам этого заседания не публиковалось. Наши источники сообщают, что депутаты Народного собрания аплодировали Мустафе Шентопу, когда он озвучивал те же вещи, что говорила в Народном собрании президент Майя Санду. Только в случае с Санду эти же депутаты устроили скандал. Судя по всему, на расширенном заседании председатель турецкого парламента говорил то же самое, что и на пресс-конференции, организованной после этого заседания, только, наверное, в более развернутом виде. Заседание длилось почти 2 часа. На пресс-конференции в Камрате Мустафа Шентоп заявил следующее. Знайте, что Турция всегда рядом с вами и будет рядом до конца. И поддержит вас, будет продолжать вас поддерживать. Вас имеется в виду Гагаузию. Турция с самого начала поддержала самый важный проект, закон об особом правовом статусе 1994 года. Турция тогда в лице президента Демиреля посодействовала этому. Это очень важно с точки сохранения языка и культуры наших собратьев, живущих здесь. Сохранение своей идентичности, языка и культуры – это очень важно. Поэтому мы содействуем в распространении, обогащении и обучении гагаузского языка. Мустафа Шентоп отметил также важность изучения в Гагаузии государственного языка Республики Молдова, то есть румынского. В обратном случае, сказал председатель турецкого парламента, это автономное образование останется изолированным. На национальном уровне невозможно делать бизнес и участвовать в управлении делами государства, не зная языка. Спикера турецкого парламента также спросили, поможет ли Турция Гагаузии справиться с энергетическим кризисом. На что Мустафа Шентоп ответил, что вопрос природного газа – это не только проблема Гагаузии. Такая же проблема есть в Турции и в мире в целом. Проблема заключается не только в его дороговизне, но и нехватке. Это связано с войной в Украине. Россия ограничила поставки газа. В связи с этим возникли такие проблемы. Что Турция может сделать для Гагаузии в этом плане? Безусловно, у нас нет отдельной трубы в Гагаузию, сказал спикер турецкого парламента. У Турции нет своего газа, она покупает газ у других стран. Мустафа Шентоп добавил, что Турецкая республика оценивает все имеющиеся у нее возможности, чтобы попытаться обеспечить энергетические потребности Молдовы, Украины, Румынии и Болгарии. Спикер турецкого парламента также добавил, что Турция содействует обеспечению поставок газа по трансбалканскому трубопроводу. По поводу войны в Украине турецкий гость заявил следующее. Мы с первого дня осудили российскую агрессию в адрес Украины. Мы сразу сказали, что это незаконное нападение, которое нарушает международное право. И всегда на международных аренах говорили, что поддерживаем Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Явно не такой дискурс со стороны высокопоставленного гостя из Турции ожидали в Гагаузии. Ну, а с другой стороны, на какой еще ответ от спикера турецкого парламента они рассчитывали? Я предполагаю, что в Гагаузии в принципе не рассчитывали на визит высокого гостя из Турции, тем более не рассчитывали на такую публичную порку, извините. А что это, если не публичная порка? Все гагаузские политики от Башкана до примаров, включая самых отъявленных любителей русского мира, неустанно повторяют, что Турция один из самых важных партнеров для Гагаузии. У Турции принято просить помощи для развития социальной и общественной инфраструктуры. Гагаузские крымнашисты даже умудряются обращаться к Турции с просьбой помочь России оккупировать Молдову. Я лично так расцениваю публикацию в прокремлевской независимой газете от 21 августа, где Бургуджи, Киндиглян и Чимпаеш просят Россию и Турцию помочь защитить Гагаузию от Румынии. Будто Румыния кому-то в Гагаузии угрожает. После всего этого к ним приезжает спикер турецкого парламента и говорит: ребята, прекращайте заниматься ерундой. Я сейчас упрощаю, но именно так это звучит, если расшифровать слова Мустафы Шентопа. Здесь примечательно то, что когда президент Молдовы приехала в Гагаузию и называла вещи своими именами, что Россия агрессор и напала на Украину, нарушив международное право, что Россия главный виновник энергетического кризиса в Европе, тогда гагаузские политики устроили скандал. А когда один из лидеров Турции приехал в Гагаузию и озвучил эти же вещи, те, кто 2 недели до этого рвал на себе рубашку и с пеной у рта спорил с президентом, смиренно стояли, молчали и улыбались на общих фотках.
Другой реакции Турции на все, что происходило в Гагаузии последние месяцы с момента начала полномасштабной российской агрессии против Украины и быть не могло. Не только потому, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает ей военную поддержку, поставляя известные на весь мир беспилотники Байрактар, но и потому, что Турция поддерживала и поддерживает территориальную целостность Республики Молдова. И не только на словах, но и на деле. На деле она показала это в 1994 году, когда в лице президента Сулеймана Демиреля принимала активное участие в урегулировании гагаузского вопроса. Тогда Турция, по сути, выступила посредником и, как ее часто называют, гарантом реинтеграции Гагаузии с одной стороны и обеспечения особого правового статуса Гагаузии с другой стороны. Официально нигде не закреплено, что Турция является гарантом, однако трудно переоценить роль Турции и лично президента Демиреля в этом вопросе. Турции проблемы не нужны, тем более в Молдове, тем более связанные с Гагаузией. Для Турции гагаузы кровные братья, которых она хочет поддерживать. Просто поддерживать, прежде всего, в развитии и сохранении идентичности гагаузов. Гагаузия, честно говоря, даже не играет какой-то важной роли в построении взаимоотношений между Турцией и Молдовой. Турция сама в состоянии выстроить взаимоотношения с Республикой Молдова, без того, чтобы привлекать для этого Гагаузию. Гагаузию не использовали даже в той позорной истории с похищением и высылкой турецких учителей. Все решалось с плохотнюком. Гагаузии не пришлось пачкаться, смысла не было. Единственное, чего требуется от Гагаузии, сидеть ровно и не давать себя использовать. Согласитесь, это немного другой подход к Гагаузии по сравнению с тем, что мы наблюдаем со стороны России. Россия не вкладывает в развитие Гагаузии. Россия покупает гагаузских политиков пачками и использует их для противостояния с Кишиневым. Со стороны России мы видим нескончаемые попытки использовать Гагаузию против Кишинева. Постоянное наускивание Камрата против Кишинева то через референдумы, то через съезды депутатов всех уровней, то через какие-то заявления представителей властей, автономии и людей в их окружении, носящих сепаратистский подтекст и ярко выраженный антиевропейский характер. Совсем другое мы видим в подходе и риторике Турции. Позиция Турции однозначно. Гагаузия остается частью Республики Молдова, гагаузы должны сохранить свою идентичность и свой язык. Гагаузам необходимо лучше интегрироваться в молдавское общество через изучение государственного языка. Властям автономии необходимо сотрудничать с властями в Кишиневе. Также Турция готова помогать Гагаузии и вкладывать в ее развитие. Российский подход по отношению к Гагаузии совершенно противоположный. Никакого содействия в развитии, не считая подаренных музыкальных инструментов и списанных бобкатов. Подрыв любой попытки развивать гагаузский язык и сохранить гагаузскую идентичность. И сильное противодействие через своих агентов в вопросе изучения и увековечивания памяти трагических страниц истории нашего края, связанных с советским периодом истории. Очевидно, что Турция не в восторге от такого поведения гагаузских политиков, особенно сейчас, когда их действия явно содействуют российской агрессии в регионе. Не знаю, восприняли гагаузские политики сообщения Мустафы Шентопа или нет, покажет время. Но мы видим возобновление протестов в Гагаузии. Очередной митинг, протест анонсирован на 25 сентября. Риторика его организаторов немного изменилась и больше сфокусирована на местных вопросах и поиске решений внутри Гагаузии для преодоления энергетического кризиса. Но вместе с тем продолжают звучать идеи, выходящие за рамки компетенции Гагаузии, как, например, создание комиссии Народного собрания и исполкома, которая должна поехать в Москву и встретиться с правительством Российской Федерации. Вместе с тем, на 2 октября в Гагаузии анонсирован Конгресс депутатов всех уровней и созывов. Во-первых, у гагаузских политиков скудно с фантазией. Идея съезда депутатов всех уровней стара как мир. Этот же формат использовали для провозглашения непризнанной Гагаузской республики. И вот теперь опять съезд депутатов всех уровней. На этот раз не только уровней, но и созывов. Очевидно, что расширение в виде всех созывов необходимо для того, чтобы 2 из 3 спикеров, намеченного на 2 октября мероприятия, могли выступить на нем. В приглашении, которое спикер Народного собрания Константинов рассылает дипмиссиям, содержится и повестка этого так называемого конгресса. Там всего 3 спикера – Бургуджи, Киндиглян и Чимпаеш. Герои той самой статьи независимой газеты с заголовком «Гагаузы просят помощи у России и Турции спасти их от Румынии». И тут возникает вопрос, это случайность или совпадение? Это риторический вопрос, но ответ на него, мне кажется, очевиден. Примечательно то, что в повестке дня этого так называемого конгресса числится выступление только этой троицы.
Остается только догадываться, поднимут ли участники так называемого Конгресса вопрос о помощи Турции и России в спасении от Румынии, который они подняли в статье прокремлевской независимой газеты. Ждать осталось недолго, скоро узнаем. Анонсированный на 25 сентября митинг в Камрате, мне кажется, будет разогревом перед так называемым Конгрессом. Во-вторых, что это за орган Конгресс? Где прописаны его полномочия и кем он должен созываться? Это бесполезный и противозаконный орган, который к тому же подрывает легитимность органов власти Гагаузии в лице Народного собрания, Башкана и исполкома. Эти органы формируются по итогам всеобщих выборов, предусмотренных законом. А как формируется этот так называемый Конгресс? Зачем вообще его проводить в Гагаузии? Только лишь потому, что есть заказ из Кремля, и его анонсировали пропахшие нафталином политики лузеры типа Бургуджи и Кендигеляна? Это очень опасная для Гагаузии идея и очень опасное мероприятие. После начала полномасштабной военной агрессии России против Украины и эскалации конфликта со стороны России в виде мобилизации и так называемых референдумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, гагаузским лидерам давно пора называть вещи своими именами. На встрече Народного собрания с президентом Майя Санду депутаты возмущались, что о Гагаузии говорят как о регионе, поддерживающем российскую агрессию против Украины. Господа депутаты и другие гагаузские политики, если вы не поддерживаете войну, скажите об этом прямо. Если вы против войны, назовите вещи своими именами и попросите Россию вывести свои войска из Украины. Если спустя 7 месяцев вы еще не определились или не поняли, что Россия агрессор, то вы либо не понимаете, что происходит, либо вам заплатили. Ну или вы часть русского мира, в котором процветает блатная и ауешная субкультура, где в порядке вещей издевательства над слабыми и попытки отжать что-то у соседа. Митинги, где звучат призывы поехать к Путину и договориться по газу, продвигают что угодно, только не интересы граждан Республики Молдова. Договориться с Путиным — это все равно, что договориться с людоедом, который, если не съест вас на обед, то точно на завтрак. Вы только посмотрите, что делает Путин на оккупированных территориях в Украине. Сначала он спровоцировал людей на Донбассе на восстание против своего же государства и своих же сограждан под предлогом защиты русского мира. То, что война на Донбассе была развязана Путиным, в этом нет никакого сомнения. Об этом говорит Игорь Стрелков, известный также как Гиркин, который в 2014 году по заданию ФСБ набрал отряд боевиков и поехал на Донбасс организовывать там так называемые народные восстания. Это ответ тем, кто задает вопрос, а где вы были 8 лет? Так вот, сначала путинская Россия убедила жителей Донбасса в том, что они нуждаются в защите от Украины. Потом организовала там вооруженное восстание под предлогом защиты русскоязычных жителей Донбасса. 8 лет Россия их потихоньку использовала как пушечное мясо против Украины. А с 24 февраля этого года ускорила темпы отправки пушечного мяса из так называемых ЛНР и ДНР на войну против Украины. Сегодня, после так называемых референдумов по вхождению оккупированных территорий Украины в состав России, Путин стал мобилизировать жителей и этих областей на войну против их же государства. Сегодня во исполнение указа Владимира Владимировича Путина о формировании добровольческих батальонов в Запорожской области, освобожденной от нацизма, начал работать центр по приему заявлений от запорожцев, которые сегодня изъявили желание добровольно, подчеркиваю, служить в вооруженных силах Российской Федерации. Потому что именно так сформулировал президент в своей речи о том, что все участники добровольческих батальонов будут приравнены в полном объеме к участникам спецоперации, так же, как и вооруженные силы Российской Федерации. Я знаю о том, что очень многие жители освобожденной территории Запорожской области уже сегодня воюют и защищают рубежи и нашей, в том числе области, от украинского нацизма в составе вооруженных сил Российской Федерации. Но с открытием этого центра сегодня эта возможность появляется у каждого, кто верит в то, что фашизму на нашей земле нет места, что обстрелом, разрушением, убийством мирных жителей, которые сегодня подвергаются систематическому терроризму со стороны украинского режима, нет места на нашей земле.
каждый, кто готов. Верю, что украинцы, живущие сегодня в Запорожской области, наши с вами братья, готовы встать на защиту своей земли. Запорожцы, я призываю вас быть ответственными, патриотичными. Давайте защитим нашу землю. Записывайтесь в добровольческие батальоны. Вместе будем защищать нашу землю от украинского нацизма, поддержанного западными странами. То, что делает Путин, это верх цинизма и людоедства. Еще раз повторюсь, сначала путинская Россия убедила жителей Донбасса в том, что они нуждаются в защите, и натравила их против своих же сограждан, против своей же страны. А теперь посылает их на войну против Украины и расходует их как пушечное мясо. Если гагаузские политики хотят принести нам такое благо, то лучше не надо. Призываю вас прислушаться к словам председателя парламента Турции, дамы и господа гагаузские политики, и перестать мутить воду. Безответственные действия могут привести к нехорошим последствиям для Гагаузии, от прекращения помощи до упразднения статуса. Чем черт не шутит? Потому что в руках сегодняшних гагаузских политиков гагаузская автономия все больше становится похожей на обезьяну с гранатой. Кому нужно автономное образование, которое своими действиями создает головную боль? Я ни в коем случае не выступаю за упразднение гагаузской автономии, но я уверен, что такая мысль возникает в головах многих людей, в том числе и тех, кто поддерживал гагаузскую автономию. И гагаузские политики своим поведением в последнее время подают для этого очень много поводов. Не будите лихо, пока оно тихо. Всем мира, добра и приятной недели. А Украине и героям слава.